Здравствуйте, дорогие зрители Taj Life. С вами я, Матин Мухиддинов, и рядом со мной находится Валя Хонмахмудова. Сегодня мы вышли на улицы Санкт-Петербурга, чтобы русским людям задать один очень интересный вопрос. Что, по их мнению, означает слово «чурка»? Мы думаем, что вам будет очень интересно. Поехали! Чурка? Чурка. Ну, у меня что-то сразу такая ассоциация, знаете, с дачными инструментами, что-то связанное с тем, чтобы копаться в земле, может быть. Ну, когда человек такое говорит, он пытается как-то унизить человека, который приехал из Азии и каким-то образом хочет показать, что он как-то выше этого, лучше, но, по-моему, мы все равны, и это как-то немножко оскорбительно. О, я поняла, что человек. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Психологическая, получается, подготовка человека, который, как говорится, не готов признать людей и их пытается его оскорбить, ну, таким названием. Оскорбительное слово для всех. А почему вы так думаете? Нации, которые, ну, не русской нации людей, так скажем. Учитывая стереотипы, которые были нам навязаны, это люди, которые приезжают из стран ближнего зарубежья. Ну, я тоже это встречал, но, если честно, в основном в Москве. Здесь как-то, мне кажется, попроще с этим. Вообще я такие понятия не употребляю, но я думаю, что человек другой, не знаю, национальности, которая у нас в России меньше всего. Но это оскорбительное слово. В любом случае, что оно означает, обычно оно применимо, да, к нашим гостям. Вот, я так не общаюсь и всячески это осуждаю. Чурка? Ну, вообще, по-моему, это довольно оскорбительное слово, которое подразумевает в себе, ну, другие национальности. На самом деле оно как-то странно воспринимается, но мы его чаще всего употребляем по отношению к тем людям, которые приезжают, ну, на заработки. Чаще всего это из стран Азии. Мы все люди, как говорится, ну, у каждого есть свое государство, своя страна, вот. И некоторые мотивируют словом «чурка» то, что это человек другой страны приехал, как бы чужой, ненужный. А вы когда-нибудь произносили это? Нет. Ну, как фактическое значение этого слова, это неотесанная деревяшка, вот. Наверное, ну, стереотипно это какой-то нерусский человек, я думаю. Даже не знаю. Ну, может, это очень плохой человек. Даже не знаю. Чурка? Ну, это глупый. Глупый. Глупый человек, да? Да, глупый человек. Потому что это неправильно. Мы живем в многонациональной стране, в многонациональном городе. Поэтому я считаю, что нам всем нужно относиться друг к другу с уважением. Если даже и употребляла не в целях кого-то обидеть, а в общем лексиконе. Другие ассоциации, как общепринято, это выходцы со Средней Азии. Из знакомых есть те, которые так говорят, но те, которых оскорбляют, нет. Каждый человек достоин своего пути, и как он его пройдет, решать ему. А мнение других окружающих людей, ну, это у каждого свое. А вообще чурка – это из бревна что-то сделанное, но означает вот в переносном смысле глупый человек. Эй, ты чурка. А у вас есть такие друзья там из Средней Азии, из Кавказа? У меня есть друзья из Азербайджана, из Армении. Вот. Со Средней Азии у меня нет друзей. Это какое-то ругательное слово и, ну, разговорное. Но я не, ну, мне кажется, оно не должно нести какого, ну, такого подтекста. И, ну, не стоит обижаться. Да, я знаю, что это обозначает бревнышко обгорелое. Как говорится, можно принимать кого как угодно, но если ты сильный, тебя не должно волновать, что думают остальные, потому что если ты будешь постоянно думать о том, что думают, действуют другие, ты просто сам ничего не добьешься, ни к чему не придешь. Друзья, как вы сами убедились, результат получился очень позитивным и хорошим. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Пока! Не забывайте подписываться на нашем канале и ставить лайки. Нет, не на нашем канале. Бьёс, стоп! Гушом мягко! Не забывайте подписываться на наш канал и...